Добрый день, новости на вашем канале НТС, в студии Джангл Мырза Двишенбекова. И начнем с происшествий. На трассе Бишкек-Ош случилась вновь трагическая ЧП. Снежная лавина накануне вечером накрыла машину с дорожниками. Погибли 4 человека. Все они работники дорожно-эксплуатационного предприятия номер 23. Прибывшие на место спасатели, откопав машину в снежной массе, обнаружили их тела. Вскоре из-под лавины были извлечены еще 2 машины. В каждой из них находились по 3 человека. Они живы, здоровы, не пострадали. Как сообщили в Министерстве транспорта, погибшие работники предприятия до случившегося принимали участие в расчистке дороги от ранее сошедшей лавины, из-за которой накануне было перекрыто движение по трассе. Известно, что объем смертельной лавины, под которой погибли 4 дорожников, составляет порядка 8,5 тысяч кубов. Трасса пока остается закрытой. Они проезжали, как раз очищали дороги, да? Проезд был обеспечен, они проезжали в то время, и момент сошла снежная лавина, и под лавиной остались вот наши сотрудники. Тела они в селах у себя, сейчас дома. Наверное, завтра будет похоронены они. С нашей стороны будет оказана помощь, да, всячески будем помогать им, семьям, вот их семьям. Семьям погибших дорожников соболезнования сегодня выразил президент Алмазбек Атамбаев. Как сообщает его пресс-служба, глава государства распорядился оказать материальную помощь родным погибших. Тем временем состояние 5 солдат, накануне попавших в жуткую автоаварию в городе Кадамджай, остается тяжелым. Одному из них врачи провели операцию. Всего в результате ДТП, отметим, в больницу попали 29 военнослужащих. Все они были на борту военной машины марки КАМАЗ. Солдаты направлялись на военные учения из Ашавбаткен. При въезде в Кадамджай машина не вписалась в поворот, протаранила ограждение и врезалась в стену магазина. В него же, напомним, в начале февраля въехал бензовоз с 40 тоннами солярки. Тогда пострадали 4 человека. Половина топлива разлилась по территории. К счастью, обошлось тогда без пожара. Местные жители говорят, на данном участке дороги автоаварии происходят часто. По их словам, причиной большинства из них является острый угол поворота. Жители оползнеопасного села Узгенского района начали эвакуировать. Стало известно, что более 20 семей села Ничкесу Аильного аймака Зергер переселили в более безопасное место. Угроза схода оползня по-прежнему сохраняется, а их дома расположены слишком близко к потенциально опасной зоне. Для размещения жителей накануне в местной школе разбили палаточный городок. Смогут ли вернуться сельчане в свои жилища, неизвестно. За 2 дня на участке Топджангак Узгенского района поочередно сошли 3 оползня. Грязевая масса накрыла дом с семьей из 6 человек. Погибли молодые супруги и 4 их маленьких детей. Поиск их тел приостановлен. Сбор средств для пострадавших в авиакатастрофе под Бишкеком вновь возобновлен. В Министерстве чрезвычайных ситуаций проинформировали, что действие спецсчета решено было временно продлить. На такой шаг ведомство натолкнули многочисленные просьбы граждан. Напомним, на момент закрытия гуманитарного счета там набралось более 96,5 миллионов сомов. Сегодня же эта сумма уже составила 100 миллионов 342 тысячи. Как отмечают в МЧС, только за последние несколько дней частные организации и рядовые кыргызстанцы перечислили порядка 3 миллионов 840 тысяч сомов. Напомним, 16 января грузовой турецкий самолет упал на дачный поселок вблизи аэропорта Манас. В результате катастрофы погибло 39 человек. Судоисполнитель Октябрьского района столицы попался на получение взятки. Как сообщают в ГСБ, сотрудника районного суда задержали с поличным в его же кабинете. Задержанный, как отмечается, вымогал 10 тысяч сомов за то, чтобы снять арест дорогостоящего автомобиля. По факту заведено уголовное дело. Взяточник-судоисполнитель находится в изоляторе временного содержания ГУВД столицы.
Илим Карыбеков после лечения приступил к полноценному выполнению своей работы на посту главы ОТРК. Сегодня его принял президент страны. Как сообщается, глава общественной телерадиокорпорации рассказал президенту о планах по развитию ОТРК. В частности, по улучшению качества контента и модернизации телеканала в свете перехода на цифровое эфирное вещание. Напомним, 1 марта Илим Карыбеков попал в жуткое ДТП. Его машина вылетела за пределы дорожного полотна и врезалась в столб. В тяжелом состоянии Карыбеков был доставлен в реанимацию больницы, где врачи провели ему срочную операцию. На пост главы Духовного управления мусульман Кыргызстана претендуют 3 человека. Уже завтра для кандидатов начинается первый этап конкурсного отбора. Будущий муфтий, как сообщают, должен разбираться не только в области религоведения, но и владеть определенной базой светского образования и знать Конституцию страны. Экзаменовать претендентов будут представители Госкомрелигии, Совета улемов и даже из Комитета национальной безопасности. Отметим, что в числе прошедших регистрацию кандидатов есть и действующий глава Духовного управления мусульман Республики Максат Хаджи Токтомушев, а также экс-муфтий Чубак Хаджи Джалилов. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.